У меня складывается впечатление, что единственная достойная профессия сегодня – это юрист. На какую кнопку на пульте телека не надавишь, обязательно наткнешься на рекламу двух компаний. Строительную, которая с Божьим благословением, и юридическую. Это Национальный университет, Одесская национальная юридическая академия. Я рад, что и первая, и вторая не жалеют средств для продвижения своего бренда в массы. Но если у застройщика пока бабла хватает, то откуда деньги у вуза? Плачевное состояние высших учебных заведений страны – это, по сути, аксиома. Мне заметят. Эти ролики ничего не стоят, ибо размещаются на родственных упомянутым структурам телеканалах. Не согласен? Создать ролик, деньги, крутить его по много раз на день – это затраты на эфир, который включает в себя и плату за электричество, аренду помещений, эксплуатацию оборудования, зарплату сотрудникам. Словом, хоть какие-то деньги платить надо, а куда деться? Впрочем, это проблема моих коллег, работающих на других телеканалах. Что считать чужие доходы? Но вот финансовая сторона содержания такого учебного комплекса, как Национальный университет, Одесская национальная юридическая академия, заслужит особого внимания. За короткий промежуток времени этот вуз обзавелся громадным количеством площадей. На официальном сайте упомянутого учебного заведения есть точная цифра – более 100 тысяч квадратных метров. Разумеется, меньше, нежели у Национального университета имени Мечникова, но все равно впечатляет. Причем некоторые здания перешли из государственной собственности в частную. Это и о помещении бывшего профессионально-технического училища, в котором нынче располагается Международный гуманитарный университет, входящий в структуру Национального университета Одесская национальная юридическая академия. Этот кульбит только подчеркивает справедливость моего вывода, высказанного в самом начале программы. Профессия юрист действительно самая необходимая в наши лихие времена. Но вернусь к финансам. Ясно, что собрать громадные суммы не только на содержание, но и строительство, и реконструкцию новых учебных корпусов и общежитий, пользуясь исключительно деньгами, полученными от контрактников, идея утопическая. На том же официальном сайте Киваловского вуза прочитал, что цены за год обучения не меняются с 2011 года. Ради интереса зашел на сайт Национального университета имени Мечникова. Там вывешен приказ ректора о стоимости обучения на 2014-2015 учебный год. То есть стоимость здесь меняется в зависимости от финансового состояния вуза. Но может, цена в бывшей юридической академии в разы больше, нежели в Одесском национальном университете? Беру одинаковую специальность – магистр правоведения. В Одесском национальном университете имени Мечникова плата за годовое обучение равна без малого 20 тысяч гривен. В бывшей юридической академии на 11 с лишним тысяч дороже. Явно не в разы. За деньги, полученные от контрактников, точно не пожируешь. В ответ на мои вопросы: тогда с чего живет Национальный университет, Одесская национальная юридическая академия, мои собеседники многозначительно закатывали глаза и туманно вещали: у него же в конце в Киеве. Даже сегодня, после поражения и ухода от власти регионалов, даже нынче, когда стране нужны химики, математики, программисты и инженеры, удивительное у нас правительство, чтобы не высказаться более резко, замечу вам, господа одесситы.